Сегодня Республиканский учебно-научный центр ОКУ Китеби при Министерстве образования и науки провел круглый стол «Требования к учебникам нового поколения». В нем приняли участие авторы имеющих учебников и те, кто хочет стать автором, руководители издательств. Это все свершилось, да, это было тяжело, да, это за один учебный год этого нельзя было достичь, поэтому я повторюсь, это с 2016 года системная работа методом проб и ошибок, даже какой-то момент, может быть, мы не те решения принимали, но, наконец, весь коллектив Министерства образования с авторами, с издательствами, с потенциальными авторами, с экспертами, с нашими партнерами мы проанализировали. И сегодня еще раз мы ждем дополнений, предложений. Я думаю, наконец-то мы вышли, преодолели вот эти системные ошибки и очень надеемся, что мы вышли на правильный путь. Целью создания нового учреждения является улучшение качества учебных материалов, создание базы данных авторов, пишущих учебники, их обучение, экспертов для проведения экспертизы учебников, их обучение и аттестация, обеспечение учащихся качественными, без ошибок учебников нового поколения, разработка требований к учебникам нового поколения, подготовка и экспертиза электронных книг для чтения в рамках цифровизации. Государственное учреждение ОКУ Китеби сформирует реестр экспертов и потенциальных авторов, для которых будут организованы обучающие мероприятия. Издательства и авторы могут планомерно работать над подготовкой новых учебно-методических комплексов на основании тематического плана издания учебников, который будет подготовлен Министерством образования и науки и обновляться каждые 5 лет. Ранее учебники проходили только один вид экспертизы. В настоящее время проводится 4 на предмет качества. Научная экспертиза, научно-педагогическая экспертиза, антидискриминационная и гендерная экспертиза, педагогика, практическая экспертиза. Отныне Кыргызская академия образования больше не будет рассматривать учебники, только учебные пособия. Это даст толчок развитию школьного книгоиздания в республике. Считаю, будет направлено на качественную разработанных учебников. И думаю, что будут учебники написаны без ошибки, именно ориентированы на сегодняшний день. Именно будет учитываться те требования, которые сегодня требует наша система образования. В старых положениях ответственность была коллегиальной. Сейчас же определили всех, кто занимается разработкой и выпуском учебников от Кыргызской академии образования до получателей в лице школьников и учителей. Думаю, созданное новое учреждение даст хорошую возможность к развитию школьного книгоиздания. Ведь для того, чтобы на учебниках не было ошибок, нужен тщательный подход. Нужно пройти несколько этапов экспертизы. Предлагаемая на сегодняшний день инициатива очень даже кстати. У нас есть хорошие авторы и издательства. Надеюсь, что типографии будут развиваться, а новое положение поможет им в этом. Напомним, что в 2018 году в учебниках географии и естествознания нашли изображения из интернета, а в текстах обнаружили устаревшие данные и грамматические ошибки. Кроме того, не первый год кыргызстанцы жалуются на нехватку учебников в школах. Из-за этого не раз критиковали Министерство образования. Азамат Кенжешев, Тынчтук Кульбаев, Нью ТВ.